Добрый вечер. Вы смотрите информационный выпуск «Сегодня». В начале о главных событиях. От активной жизненной позиции и уважения к истории и традициям зависит развитие и процветание Южной Осетии, отметил президент в своем поздравлении с Днем молодежи. Меры для популяризации остинского языка среди молодежи и детей расскажем о деятельности лингвокультурологического центра при Госуниверситете. Госансамбль песни и танца «Симт» готов к покорению новых высот. Коллектив отправляется в гастрольный тур по регионам Северного Кавказа. Президент Алан Гаглоев подписал указ о назначении временно исполняющим обязанности председателя Комитета по молодежной политике и спорту Суслана Гасиева. Прежний руководитель ведомства Руслан Хубешта был избран депутатом парламента нового созыва. Посол России в Южной Осетии Марат Кулахметов передал вновь избранному спикеру парламента Алану Маргиеву поздравительные письма от председателя Государственной Думы Вячеслава Володина и председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентины Матвиенко. Российские парламентарии выразили готовность продолжить конструктивное взаимодействие с юго-остинскими коллегами в интересах укрепления дружественных отношений между странами. Алан Маргиев выразил благодарность руководителям Государственной Думы и Совета Федерации, подчеркнув неизменность курса на стратегическое партнерство с Россией как основополагающей концепции внешней политики Южной Осетии, в том числе и по парламентской линии. Продолжает свою деятельность лингвокультурологический центр по сохранению и развитию остинского языка при Госуниверситете. Сотрудники центра проводят большую работу с целью популяризации родного языка. Преподаватели отмечают необходимость создания условий для изучения и распространения остинского языка. Подробности далее. На базе Государственного университета открылся лингвокультурологический центр по сохранению и развитию осетинского языка имени Васо Абаева. Инициатором и руководителем центра является профессор Зоя Битарте. Кроме того, активную деятельность в рамках работы центра ведут языковеды, лингвисты, преподаватели вуза и учителя школ. На протяжении нескольких месяцев члены центра посещали образовательные учреждения. В ходе встреч с учащимися школ было отмечено, что задача всех осетинских общественных организаций, учреждений, школ и вуза – создать условия для изучения и распространения родного языка. О сохранении языка говорили и на первом заседании участников центра. Важно, чтобы осетинский язык был доступен не только в семье, но и в образовательных учреждениях, на культурных мероприятиях, в средствах массовой информации. Для развития центра будут созданы все условия, отметил ректор Вадим Тедеев. Уже несколько лет Юго-Осетинский государственный университет работает над тем, чтобы привлекать абитуриентов на факультет осетинской филологии. Эта работа будет продолжена лингвокультурологическим центром. Ректор добавил, что за последнее время повысился уровень подачи программ на родном языке на государственном телевидении.
Konkursta der benutih خاتوناشتر بزنگ. اما فنده زخم بزنگ خواستم با دیسم نجیوتالا ویده رفته تنگرم بنگه کس ایران زود میرون لیتراتور و پروبلمات هم یخیر دیگه ویده بهتر راز یکردی مشتم یوگود بکه خودش مندر Осетинский язык обладает уникальной грамматикой, фонетикой и лексикой, которые отражают богатую историю и культуру осетинского народа, добавила профессор Зоя Битарте. Поэтому задача центра – координация интеллектуальной и материально-технической базы в целях повышения потенциала и функций осетинского языка. سفيرون زاك إيران زاك مغرقنا ما يبين أما وتجان قطع رمضان قوي أكتيفون إدر المس سورن فاجناو فلا أرخين قوي هنر وتصور خيد تخي ماخ بخاطر دستم نا دير ريختر ما ودي بتوظفت ما سمين برات أما تنتر بکنم iniciatívom Urdövedest Osztat Gyulita Davidecsez, Bezerta Alla Rolandecsez, Mehedek, Menetvelti Ingame, Plite Sergei Jazonfert. Mach bazertam kontaktel afte, Zerge, nem engedер Palme, ez belvert kenem, szabidett, eme eszkolatet szóverjúi. Современная реальность предъявляет серьезные вопросы сохранению осетинского языка. В условиях глобализации, огромного влияния медиа и интернета молодое поколение сталкивается с давлением среды, отметила директор государственной телерадиокомпании ИР Хатуна Казиева и предложила свое видение решения проблемы. Vegmene kut förstu programmaider zerge bus patsakhadunavdune pusa qomazuna iruna ve enemelde qomazuna memme qutagunga khatta iruna porozu ve trnzamis tsame iruna okhurkana ina khamabun Работяnos куцорканста фаламатен кфанде искац скола бендуры кубокаником ирун скола. Саме ал урокдар охурканой ирунал. Важно принимать меры по популяризации осетинского языка среди молодежи и детей, чтобы обеспечить его стабильное развитие. Поэтому Центр будет работать над укреплением позиции осетинского языка в образовательной, общественной и культурной среде. А все предложения будут рассмотрены и найдут свое место в положении лингвокультурологического центра. Оксана Джуева, Регина Черткоева, Алим Бетеев, ГТРК ИР. Информационный выпуск сегодня. В столице продолжается благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов. На сегодняшний день работы ведутся на улице Ленина. После сноса ветхих построек предполагается установка детских площадок, обустройство пешеходных зон и решение злободневного вопроса проведения ливневок. Подробности расскажет Анжела Кукоева. Над благоустройством придомовых территорий многоквартирных домов в конце улицы Ленина дорожные службы работают более 2 недель. Рабочие проделали немалый фронт работ. Однако ускорению темпов препятствуют жильцы. Многие из них не хотят сносить старые гаражи, хозяйственные постройки, которые портят внешний вид территории. Тем временем по проекту им предлагается на месте гаражей установить детские площадки. ما نافستریچونه شونش نتفند سگارش تاسیسم مثلا افتا کویت مثلا وریاد استوارد فلاج استوا بیرغ جیلزنی تا سفرست موسورتن تنبلی افتا تسلنج کرایش سرتل تسامات توی منم تنگ دارنج ما راش اوجنی تنگ فدند благоустройство ее разусма. Первостепенная задача – замена подземных инженерных сетей. Сейчас дорожные специалисты производят выемку грунта. Далее будут обустроены дороги для удобства пешеходов и транспорта. Кроме того, будет решена еще одна проблема жителей этих многоэтажек. Рабочие обустроят ливневую канализацию. Неоднократно жители жаловались на то, как во время дождей затапливает дворы многоквартирных домов и территорию детского сада. Ibone kavda tasakhirov destuysh to jqavel livnov kadar sarazın. Mavit khay truban zakas kuttam guja barshad tandar finchun darojim man asadi kan dar mordigi
شده так дуро шейл дар кома ленинин мабоё захабнтия бо чустам пятисоти труба. Работы по благоустройству придомовых территорий осуществляются по поручению президента Алана Гаглоева. Параллельно в надлежащее состояние приводят дворы и в микрорайоне БАМ. Анжела Кукоева, Арнольд Харебов, Оксана Таттаева. Информационный выпуск сегодня. Сегодня День молодежи. Юность и молодость – это не только прекрасные периоды в жизни каждого человека, но еще и особое состояние души. Это время дерзаний, поисков, открытий и реализации самых смелых надежд. Именно они, сегодняшние школьники, студенты, молодые рабочие, предприниматели, ученые, скоро будут определять пути развития Южной Осетии. Тему продолжит Агунда Губосова. В Схинвале с размахом отмечают День молодежи. Центральной точкой мероприятия стал Пионерский парк. Здесь и развернулся настоящий праздник. Территория парка разделилась на несколько зон, отражающих разнообразие увлечений и интересов молодежи нашей республики. Для любителей спортивных состязаний были развернуты площадки, где они имели возможность состязаться в меткости, беге, перетягивании каната. Мероприятия начались с веселого старта. Мы подготовили для наших молодых ребят программу. Заключается она в двух частях. Первое, это у нас будут проходить конкурсы, такие как перетягивание каната, выталкивание друг друга с круга, дартс с шариками, и еще у нас будут проходить забеги для детей. Но если взрослые захотят тоже принять участие, отказывать мы, конечно, не будем. Вторая часть у нас заключается в проведении танцевальных мероприятий. Победители и призеры были награждены медалями различных проб, а остальным участникам были вручены утешительные сладкие презенты. По словам организаторов, главная цель мероприятия – разнообразить и внести краски в повседневную жизнь молодежи. Медали это у нас для конкурсов, для перетягивания, для выталкивания, для забегов. А игрушки, которые вы заметили, это у нас уже для дартса на меткость. Так что кто больше выбит, тому и, соответственно, подарок побольше получит. Посмотреть на состязания, а также принять в них участие собрались сотни представителей молодежи. Сегодня в республике отмечается День молодежи. Мы очень долго ждали этот день, готовились к нему. А также хотим поздравить всю нашу молодежь, пожелаем ей процветания, успехов и удачи. Организовали мероприятие представители партии НХ совместно с молодежным крылом. Далее мероприятие продолжится музыкальной программой. Будет организован Иронкаст, после чего начнется дискотека. Агунда Губозова, Заур Устаев. Информационный выпуск сегодня. Молодежь Южной Осетии инициативно и энергично обладает неисчерпаемым интеллектуальным потенциалом и умеет принимать нестандартные конструктивные решения, говорится в поздравлении президента Алана Гаглоева по случаю Дня молодежи. Глава государства подчеркнул, что от активной жизненной позиции молодежи, уважения к старшему поколению, к истории и славным традициям осетин зависит развитие и процветание Южной Осетии. Артисты госансамбля «Симд» отправляются в гастрольный тур по регионам Северного Кавказа. Выступления начинаются с участия в фестивале «Горцы», в котором ежегодно принимают участие лучшие творческие коллективы мира. Далее концертные программы будут представлены зрителям Чечни и Карачаево-Черкесии. Мероприятия пройдут в рамках договоренностей Министерств культуры Южной Осетии и России. Стелла Бязрова с подробностями. Государственный ансамбль песни и танца имени Бориса Галаева отправляется с большими гастролями по регионам Северного Кавказа. Одним из самых масштабных площадок станет фестиваль народного творчества «Горцы», который будет проходить в Дагестане с 28 июня по 3 июля. В рамках фестиваля «Симд» представит концертную программу в 4 городах Дагестана. Ансамбль «Симд» выезжает уже сегодня ночью. Мы едем сразу в город Махачкала. Там начнется фестиваль, который предусмотрен проектом «Мы Россия». К поездке мы готовились сразу после перерыва с Луганска, и буквально это почти получилось месяц. Ансамбль «Симд» представит 2 концертные программы. Одна программа будет рассчитана на 4 концерта, это по Дагестану. 3 концерта мы проведем в Махачкале, 1 концерт мы дадим в Каспийске.
Фестиваль «Горцы» – масштабная площадка, где ежегодно свое творчество демонстрируют лучшие танцевальные и песенные коллективы со всего мира. Здесь встречаются народные таланты, чтобы познакомиться друг с другом и поделиться своим культурным опытом. Поиск ансамбля «Симт» реализуется в рамках проекта «Мы – Россия». Там участвуют коллективы из Азербайджана, из Белоруссии, из Индонезии, из Абхазии также. Также там будут представлены коллективы из Центральной России, там Ростов, Архангельск, Астрахань. Около 18 коллективов там будут участвовать. После участия в фестивале «Горцы» югосинский ансамбль сразу отправится в Чечню, где также будет представлена концертная программа. Далее в списке гастрольных городов Карачаево-Черкесия. Гастроли завершатся 7 июля и станут последними в этом сезоне. Так как ансамбль включен во всероссийский гастрольный план, мероприятия пройдут в рамках договоренности Министерств культуры Южной Осетии и России. Дальше мы отправимся, вот согласно проекту «Мы Россия», мы отправимся в другие города. Это Грозный, Черкесск и Усть-Джигута. Это тоже находится в Карачаево-Черкесии. Это сразу после? Это сразу после вот этого фестиваля. У нас сразу, по количеству, у нас 7 концертов подряд, без остановок. Несмотря на то, что коллектив выезжает сегодня ночью, времени на отдых нет. Артисты репетируют номера концертной программы, а художественный руководитель ансамбля дает последние перед выездом наставления. Стелла Бязарова, Азамат Кудзеев, Оксана Татаева. Информационный выпуск сегодня. А сейчас узнаем, какая погода нас ожидает. В республике переменная облачность, небольшой дождь. В Знаурском районе днем плюс 22, ночью плюс 13. В Цавском районе днем 21 градус тепла, ночью плюс 11. В городе Квайса днем плюс 18, ночью 11 градусов тепла. В Ленигорском районе днем 23 градуса тепла, ночью плюс 14. В столице республики в Цхинвале днем плюс 23, ночью 13 градусов тепла. На этом наша программа подошла к концу. Я Ирина Джуева. Желаю вам всего доброго и до свидания.